Так, ну что, наши напарники на этот раз поехали вниз, где мы были 2 дня. Они думают, что весь верх они обловили. А мы пойдем наверх. Посмотрим, что нам даст верхний участок. А вечером сравним результаты. Они по нашим местам пошли, а мы по ихним пройдем, где они рыбачили. Погнали. Первая остановка. Первые пробуренные лунки. Штук десяток, наверное, не больше. Быстрый мониторинг получается. По-быстрому проверяем. У Валеры была одна поклевка, сход. Средненький, говорит, такой подходил. И пока тишина. Рыба здесь раньше бывала, но, видать, пока еще не собралась. Глубина нормальная. Как раз хорюзовая. Григорий с Игорем здесь что-то раз, два, три, 5 лунок тоже пробурили. И дальше не разбуривались. Видать, здесь рыбы нет, но я все-таки остановился, потому что рыба может появиться в любую минуту. Вот судя по прошлому году, одно и то же место проверяли раз 5, рыбы не было. Потом просто напоролся, штук 15 хорюзов с одной лунки вытащил. Ну, с 2 рядом. Так что, если рыба двигается, она может появиться в любую минуту. Но пока, видать, движения рыбы нет. Так что долго задерживаться не будем на этом месте. Поехали на новые места. Так, 3-е пробуренное место. 4-е пробуренное место. И первая поклевка. Ну, получается, если моя первая поклевка от Валеры была на первом месте, поклевка исход. И судя по поклевке, вот, я не знаю, видно, не видно. Сегодня мы много рыбы точно не поймаем. Еле-еле живая поклевка. Вообще ни о чем. Тюк показал, что он есть. Тюк-тюк. Но это может быть малек или ёрш, конечно. Но иногда бывает и хорёз так берет. Вот, все. Пару раз тюкнул. Свеженьких опарышей нацепил. Пару робких поклевок и все. Нету активности. И на сегодня пока не клевый день. Ну ладно, что. Нет, так нет, что теперь. Пробурим, проверим, поедем дальше. Вон тут еще есть место побуриться. Зря! Не зря новые лунки буришь. Вон Янцекадан. Иринка, твоя яркая мормышка принесла результат. Вот она, первая за сегодняшний день поклевка. Вот он, красавец хариус. Бедолага обкакался, но он желанный, трудовой и на сегодня пока первый. Янцекадан. Ну вот, что, первый есть, продолжение последует, нет? Все-таки, но лунки на новом месте принесли результат. Как бы не совсем новые, но вот там вот буквально заканчивается старая лунка. Здесь вот дальше выше мы не бурили. И буквально первые 5 метров выше того места, где последний раз мы 2 недели назад уже бурились. Да ну нафиг, не может быть такого, чтобы он стоял на месте. И туда вот выше как бы не бурились. Сейчас Роман вот делает лунки. Ну, дай бог, конечно. В принципе, ударил сразу. И не на нимфу, а на мормышку. Вот и пойми потом их, что у них на уме. И все, походу один и был. Роман обрыбился. Тогда мы идем к вам. Оказывается, еще не все потеряно. От нуля уже ушли на сегодня. Но это место вроде бы в этом году точно не бурили. Что-то мы до сюда не доходили. Получается, рыба вообще не двигается, что ли?
По одной-две рыбки на 100 метров, блин. Мелко? Да, здесь мельче, потом там, потом на повороте там яма до 4 метров глубина. Но почему-то на этой яме рыбы нет. Ну проверим, мы сегодня тоже ее проверим. Чем что? Вот здесь пошла уже поглубже. Спад получается. Ветерок поднимается. Все. Один был и все, что ли? Так, друзья, поклевочка была. Поклевочка. А господи. Да. Крупняк. Вот это Васек. Монстра не харюс. Иди. Плыви, друг. Взял на комарика. Иди, иди. Сидит балдеет, смотрит на меня. Прикидывается, что... Иди, 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 иди. Счастливого пути. Позови бабушку. Валера с Ромкой ушли дальше. Я решил пройтись еще раз по этим же лункам. Где Ромка поймал хорюска. Единственная поклевка. А так все пробежал. Нифига. Видать, такая плотность хорюса. Нету, нету, нифига. Вот здесь вот Васечек тюкнул. И все. И больше никого. Ладно, сколько успеем, проверим. Побуримся, походим. Может быть, где-нибудь еще что-нибудь да найдем. Здесь мелко. Роман и второго выдернул. Красавчика такого. На глубине, метра 3 глубина, да? Угу. Вот так вот, пойми, где он находится. И не сразу взял, получается, да? Сколько тут? Минут 5, наверное, да? Уже. То ли он подошел, то ли что. И говорит, брал, взял еле-еле. Этот бедный плес, раньше богатой рыбой, весь уже обуренный. Ну, как мы видим, до плеса еще не дошли. Ямка вот здесь не обуренная. Обычно на этой ямке рыбы нет. Но сейчас вот одного Ромка нашел. Буренный, не буренный, все равно мы сейчас здесь пробурим, потому что прошлый год было такое. Раз пусто, два пусто, три пусто. Потом я нашел, 2 лунок выдернул хорошо. Чё, поклевка была? Угу. Ну-ка, давай, давай. Выдерни монстра колючего ерша. Ладно, хорош болтать, пошел я рыбачить. Друзья, у меня тоже поклевка была. Вот рядом с Ромкой у меня удочка стояла. На стоячку нифига. А вот пошевелил, и он тюкнул. Но это не крупный, конечно. Не монстр. Но тем не менее, это поклевка. Это поклевка. И почему на яме? А почему на яме? Опа! Вот, вот какая яма, вот какая яма, вот какая яма. Хороша. Янцикадан, янцикадан, янцикадан. Жиганчик, жиганчик. Жиганище. Надо тогда камеру будет достать, посмотреть эту ямку. Может, здесь он здесь действительно тусуется. Может, у них сходняк здесь. Сходнячок-с. Все. Счастье. Счастье было так близко. Когда целый день не клюет, потом бац, поклевочка, так приятно все-таки.
Как прекрасен этот мир. Посмотри. А может быть повыше. Бывает и повыше. Бывает и пониже. Бывает по-любому. Все, кончились. Не знаю. Может быть, может быть. 150 лунок уже пробурили. Все-таки нашли потерянного хорюска. Янцикадан. Ну что, теперь каждый по рыбке поймал, можно идти домой. Фу. Вот так вот. На каждые 100-150 метров один хариус. Плотность просто поразительная. Зайчишка бегал. На что похоже? Тын-тырин-тырин-тырин. Будто кто-то яйцами след на снегу оставил. Блин. Фу, не зря говорят, хариус любит бурение. Еще 30 лунок, еще один хариус. Вот второго Валерка вытащил. В общем, долго не задерживаемся. Буквально минуту, а то и меньше. На одной лунке херачим, херачим, бурим, бурим, бурим. Пробуриваем весь плес. Роман там. Что, Ромка поймал, что нет? Один сход. Крупный? Понял. 450. 455. Вот так вот. Не ловится, не ловится. И когда потом поймаешь и сходит, вдвойне обидней. Ничего страшного. Значит, не наш. Наши вон, они на льду. Продолжаем в активном темпе бурить, искать. Только так можно найти в этой реке хариусы. Его здесь походу мало. Он не активный, не двигается, не мигрирует, получается. Местного выловили всего. Там остался один, там один. В общем, нечего на этой реке больше делать. Собирать манатки и уезжать на другие места. Сюда приедем на следующий год. Может быть, по весне зайдет хариус. Посмотрим. Но что-то в этом сезоне больше пока не хочется. Пока не хочется. Время обеда, вернее, вечернего чая. Опять как неправильные рыбаки с Чайковским еще удивляются, клюет, там не клюет. Ромка вот еще выдернул одного хариуса, одного ерша. Но сегодня даже до вчерашнего улова не докатили пока. Ну, в принципе, еще и не вечер. Сейчас попьем Чайковского. Откатаемся, еще пару мест проверим. Да, нет. Ну вот на этом месте уже точно рыбы нет. Можно со спокойной душой уезжать. Может быть, весной там при шевелении появится, но сейчас пусто. Ее, в принципе, и не было в этом году. Просто была надежда, что смотрю, новых лунок нету. За 2 недели, думаю, собралось, может, что-нибудь. Что собралось? 3 штучки? 4, 5. 5 штучек с такого здоровенного плета. Ни о чем. Ну-ка. Надо будет еще. Я, наверное, вас скину. То есть оставлю один, скатаюсь, наверное. Скину, я хотел сказать. А прокинул нафиг, собрался, уехал, рыбу забрал в машину. Топайте пешком. Вы пока будете собираться, я съезжу один, наверное. Жель, ты что в толпой кататься там, правильно? А что нет? Посмотрим все-таки.
Поймаем еще нет. А в таком случае мы можем папу кинуть. Уехать, а пешком до машины не доберетесь. Почему? Тут на Беланке-то. Не успеете. Так мы даже собирать не будем. Ключи-то у меня. Вторые-то есть. А как центральный замок? А, сумеешь, да? Ничего нельзя утаить. Ладненько. Все будет хорошо. Ну вот и все. Хватит на сегодня. Поклевок нет. Проверили еще 4 или 5 новых мест. От души набурились. Рыбы нет, поклевок нет. В общем, вот такой вот сегодняшний улов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. Ну, 8-й ёршик вот такой. Ершище, здоровище. 7 штук. О, еще живой шевелится. Так что, просто вчера было 9, да? Да. Вчера было 9, сегодня 7. Так что разницы никакой. Каждый день примерно одна и та же сумма. Ни плюс, ни минус. 4 дня, да, рыбачили, получается? За 4 дня ничего интересного не появилось. Так что нечего на этой реке больше делать. Будем рыбачить на новых местах. Ну, спасибо, река, и на этом. У нас еще не все. У нас еще есть 3 жерлицы. Сейчас на полных парах в избу. Пока Рома с Валерой будут собираться, я сгоняю и подниму наши жерлицы. Все, погнали, пока не стемнело. И домой. И все. На этом все. Вывозим технику. В общем, хватит. Ну что, друзья, приехали к избе, вернее к подъему. Хотел отцеплять корыто, чтобы парни пошли готовить, ну, готовиться к отъезду, в общем. А сам хотел съездить проверить жерлицы. И что вы думаете? Приезжаю, вижу вот такую картину, смотрите. За меня уже кто-то порыбачил. Вот одна жерлица с ершом, нетронутая. Вот вторая жерлица с плотвой, нетронутая. А на хариуса, вот они, все-таки щука попалась на хариуса. И они подняли эту щуку. Как оказалось, она далеко не 2 килограмма. Камера приближает очень сильно. Но где-то с килограмм будет по-любому. Так что все-таки зубастая хищница от нас не ушла. Все-таки мы ее поймали. Ну, вернее, поймал Иван Григорьевич на нами поставленную снасть. Живцов ловили вместе, бурили вместе. Все-таки 3 дня нам мозг компасировала, и все-таки мы ее поймали. Как она нас обманывала, скажем так, можете посмотреть. Ну, если вы посмотрели первые части этого сериала, вы уже сами видели. А кто не видел, вернитесь и посмотрите. Это было просто круто, как она первый день, второй день, третий день нас обманывала. Мы сейчас ей дали фору, отправили Григорьевича туда, и Григорьевич поймал. Вот она, эта щука в довесок к нашему улову. Конечно, было бы интереснее все это поднять самому, проверить, и вы бы сами все увидели. Но как получилось, так получилось. Так что вот так. На, держи. Вот так вот. Вот такая вот щучка. Вот такая вот щучка. Вот такая вот щучка. Хитрая щука. Все, теперь рыба на этой реке будет. Мы поймали королеву этой реки, и теперь хариусу будет не страшно заходить на эту реку. И скоро эта река будет полная рыбой. Да? Да. Да! Все. Ну а теперь зато с одной стороны свой плюс тоже есть. Не надо ехать. Не надо ехать проверять жерлицу. Это тоже как бы не близко. На улице вот полнолуние.
Да, вот теперь. И на всех парах в избу будем готовиться к отъезду. И сделаем, конечно же, включение на общем подведении итогов. Погнали. Так, ну вот. Догнали мы наших компаньонов. Рассказывайте, что сегодня поймали. Поймали 10 жиганов. 10 хорюсков. Да. Крупного не было. Не сегодня. было крупного. Ну, такие, вот таких В одном месте или в выкидывали. разных? Нет. 5, короче, 5 плесов. Каждая 20-я лунка Взорвали. одна рыбка. Как, Ну, Да, Я при- уже вот здесь, как я при- уже все, я говорю, я не могу бурить. как Всё. примерно и у нас, короче. Да, ну, что 100 сверху, что снизу 100 одинаково. лунок это минимум сделай. У меня локоть жгет уже. А это кричит, у меня плечо не работает. Мышцы Я говорю, накачали. А солнце еще. Я говорю, поехали домой, нахрен. Ну что же делать? Че я, блин, его кормил, что должен ловить? Пусть живет. А едем обратно, и твои эти А туда- жерлицы. Ну. А туда ехали не раскручено было? Нет. То есть днем попало сегодня, да, получается? Там, да, там было все на А месте. мы не смотрели вообще. Ну да, ну нет, Мгм. я так проехал, это все палки эти торчали. Ну. Я говорю, поехали, обратном пути посмотрим. Потом остановились, думаю, я говорю, ребята, поехали вверх, давай посмотрим. Ну, это ладно, что она попала, но если бы не попала и впустую сняли бы так же, это ж хорошо, блин, не надо туда ехать, по этому лесу не надо. А это блудить. полностью размотано было, да? Ну, Я там Игорь нитка снимал. была, ну, размотано прилично было. Ну-ка покажи, как там ехали по лесу. А, это вот. По этим буеракам, я думал, Динго не проехать. Проехал, говорит, между деревьев, все четенько. Вот Ну, сейчас и будет. Но приятного мало, да? Ну, тык-притык, да, если бы не вот твое дерево. Вот, видишь, Вот, раз да, пролезли. дерево. Где-то аккурат, до да? плеча, вот Ворота. вперед. 2 дерева, я думал, там ты не пролезешь в лужине. Притык, да? Да, все прям, ну, у нас ширина практически, у тебя такой широкий, да. Все, понятно. дядя Ваня на месте, дальше едет. Да уж. Только Буераки, приходится руки-раки. ехать. Там просто как-то пройтись надо Все. и вырубить, и А, это. тут уже нормально, там уже. Там вот нормально. Надо комментировать, как, о, блин. Как-то вот так вот. Да, ну и Что короче, внизу, что вверху, одна и та же картина. Рыбы здесь на этой реке нет в этом году и навряд ли уже будет, мне кажется. Даже и когда будет шевеление, даже когда будет, наверное, весна, таять будет, наверное, уже навряд ли она поднимется через эти завалы. Опа, ну, она, оживает. рыба-то вверх идет все равно. Вот в феврале, в конце февраля, то есть в конце марта. В конце марта еще может быть. Ну ладно, мы уж сюда не приедем, это точно. А я Игорю говорю, давай на Малую Печору съездим. На Печорск, туда. давай сюда съездим. Все. Будем. Так я же не На сказал, Малой как, что я Печоре, твою надо- щуку. Ну, рассказывай. И же едем, твои жерлицы стоят. Игорь останавливается. Ну, короче, давай, я говорю, посмотри, а то ребята вверх поехали, а что потом 3 километра через этот лес, через эти буераки будет ехать снимать жерлицы. Посмотри, есть там, что нет. Он одну поднял пустая, вторую поднял пустая, третью там. Хотел уехать уже, дядя Ваня говорит, Да, я говорю, вон же третья. я не вижу. Там пучки такие. Я говорю, вон третья. На, пошел. Ну, потому что вы знали, я же сказал вчера, 3 жерлицы Ну, поставил на раз. Отдолбил, короче, вытаскивает. Кто-то есть. Ну, вытащил, что щука, не будешь же уже упускать. Обратно. И все. Я говорю, поехали тогда, там положим, блин, чтобы Чтобы закроем, нет. чтобы он не поехал зря уже туда. А еще и лыжи крест-накрест положили. Нет, так Нет. лыжи так, пешня лежала просто. А, ну, понятно. Положили, чтобы, думаю, обратил внимание. И щука. На это уже. Ну и то хорошо. Главное, поймали общими усилиями. А ну уже Молодцы. некоторых жиганов сохранили. Ну да, очень много. Сейчас вся рыба пойдет вверх. Сейчас рыба будет. Да, а то она, блин, не пускает. Не столько рыбаки, Там. сколько это щука, да? Да. Это чё? Все, собираемся, едем домой. Теперь можно ехать с чистой совестью. Да. Ну что, друзья, вот в принципе все убрали, все приготовили. Осталось убрать нашу систему освещения и аккумулятор. Что могу сказать о системе освещения? 3 ночи, получается, долгие ночи, потому что сидели долго, хватило. Мы даже не стали, сначала 3 лампочки горело, потом 2 вполне достаточно. Так что никаких отрицательных отзывов, только положительные. Как дома светло,
Ну, нормально. Я считаю, что четкая такая система освещения. Дальше будем пробовать. Теперь уже не надо носить никаких пауэрбанков, ленточек, всяких там. Освещение у нас сейчас будет на высоте. Так, все убрали, все развесили. Появилась еще одна дополнительная подушка здесь вот с наволочкой. Вторая подушка, матрас, одеяло, все. Запас дров на растопку. Мусор весь с собой увезли. Закинем мусорный контейнер. Чайник пустой. Печь закрыта, дрова есть. И что там? Сейчас мы это все уберем. И Роман, что, готово, Роман? Наверное, да. Ну все, пойдем тогда по-быстрому сейчас поделим, раскидаем рыбу и общее подведение итогов. Кинуть. Так, ну что, получилось вот такие 3 кучки. Где щучка, а туда положил крупнее хариусов, да? Туда и туда. Я говорю, в одну сторону щуку, туда хариуса покрупнее, да, положил? Ну, здесь получается, ну, вот по такому хариусу. Ну, И сюда добавил чуть больше среднего, допустим, а сюда чуть меньше среднего. ну примерно одинаково получилось, да? Ну, судя по кучкам, что-то эти больше в 2 раза. Ну, нормально, как получилось, так получилось. Все, давай, иди. Поделил, теперь вот иди туда, букс, или за избу туда. Вот, такие 3 кучки получилось. Кучка 1, кучка 2 с щучкой и кучка 3. Вот, теперь повернулся Ром и смотрит. Сейчас Валера, показывая и говорит, спрашивая, кому какая кучка. Это кучка. Моя. Ромина. Это кучка. Валерина. Это кучка папина. Валерий щука получилась. Валера щучки. Ну вот как-то вот так вот раскидали. Все по-честному, без обмана у охотника Сулеймана. Ну вот и все. Осталось у нас добраться до дому и ждать следующей рыбалки. Так что, друзья, спасибо за внимание. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока-пока. Пока. Увидимся. Теперь точно все. До свидания, избушечка. До следующего года, до следующего сезона. Навряд ли мы в этом году еще приедем сюда. Оставляем дверь приоткрытой, чтобы дышала. Как-то вот так. И до свидания. Заводи, Роман. Доски здесь, дрова запас. Кроме того, что в избе здесь вот еще 3 чурки. Здесь куча дров всяких разных. Так что без дров мы избушку не оставили. Топор на месте. Лопата на месте. Второй топор здесь. В общем, все чики-пуки. Я сейчас выйду немного, потом сядете, да? Ну, с Богом.